пред иконой Богоматери мы зажжем огни свечей за грехи отчизны матери, за убийцких палачей, за кощунственных безбожников, за гонителей святых, за предателей острожников, за наведчиков лихих, за безжалостных грабителей, за мучителей царей, за насильников растлителей наших жен и дочерей. Разумом, душой, миром Господу помолимся за грехи страны родной. Миром Господу помолимся за грехи страны родной. Отче, вы готовы? Да, Благословите. Господь благословит. Итак, первый вопрос. Что сегодня является главным в нашей духовной жизни? Господь наш Иисус Христос начал свою проповедь на земле со слов «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». О покаянии довольно основательно сказано у многих святых отцов. Но думаю, что для нас, русских, будут ближе и понятнее творения святителя Игнатия Ивановича Нинова. В его аскетических проповедях вся полнота покаяния. И потому буду говорить, не называя том или страницы, потому как покаяние сегодня – это жизнь. И другой жизни у современных христиан в наши дни быть не должно. Итак, Господь наш Иисус Христос, соединяя человека с собою, соделывает его Богом по благодати. Но этого мало. Господь изъемлет корень зла из души человеческой, самую заразу греховную. Ад, ввергнутый в душу дьяволом, и дарует человеку врачество на весь путь его
земной жизни, для исцеления от греха. Сколько бы раз человек не заразился бы грехом по немощи своей. Это врачество называется исповеданием грехов. Хочешь ли ты, человек, поработившийся греху и влекомый к нему насилием навыка, возвратить себе свободу и праведность? Погрузись в покаяние. Победить тщеславный стыд, научающий тебя лицемерию и лукаво притворяться праведным, и тем хранить, укреплять в себе смерть душевную. Извергни грех из себя. Вступи во вражду со грехом, искренним исповеданием греха. Это врачевание должно предварить все прочее. Без него врачевание молитвою, слезами, постом и всеми другими средствами будет недостаточным, неудовлетворительным, непрочным. Только исповедь, искренняя и частая, может освободить от греховных навыков, соделать покаяние плодоносным, исправление прочным и истинным. Из личного опыта могу посоветовать: включите в своем утреннее и вечернее правило канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу. Время займет немного, всего 10 минут, а пользы на весь день. Аминь. Естественно, что после вашего ответа сам собой возникает второй вопрос о содержании самой исповеди. Какая она должна быть? Святитель Игнатий Бринчанинов писал: как говорит апостол и евангелист Иоанн Богослов, для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Это первое апостольское послание Иоанна Богослова, глава 3, стих 8. Отсюда следует, продолжает святитель, что, не зная, кто такой дьявол, нельзя в точности знать и того, что сделал для нас Сын Божий. В последних своих фильмах я постоянно говорю о страстях и призываю всех к серьезной борьбе с ними. Собственно, наши исповеди должны быть построены по принципу разбора 8 основных наших страстей, которыми мы опутаны с головы до пят. Тогда бесы засучат рукава и начнут с нами серьезную брань, в которой мы сразу же увидим все свои слабости – душевные, духовные, нравственные, житейские, плотские, ну и так далее. Тогда мы действительно закричим ко Господу о помощи.
Сегодняшние же наши исповеди, не приносящие плодов духовных ни уму, ни сердцу, больше похожи на бухгалтерские отчеты, не приносящие познания мира зла и не подвигающие нас к покаянию искреннему и сердечному, и уж тем более не вызывающие слез и рыданий, необходимых нам сегодня. Потому как характерной чертой современных православных христиан и духовенства в том числе является самоуверенность в своей богоизбранности, своей непогрешимости и благополучности. То есть Царствие Небесное у них уже забронировано, как номер в отеле «Хилтон». Это самая опасная духовная позиция, говорящая о полной обольщенности. Итак, продолжим. Первое. Борьба со страстями. Чтобы избавиться от них и на их место воздвигнуть добродетели, которых также 8, и венцом которых является любовь, о которой раньше победы над страстями заикаться не стоит. Приведу несколько цитат о покаянии святителя Игнатия Бринчанинова. Первое. Покаяние есть евангельская заповедь. Второе. Невозможно пребывать в грехах и, любя грех, усвоиться Христу. Третье. Покаяние не только очищает от грехов, но и изощряет зрение человека на самого себя. И четвертое. Без слез невозможно душе омыться и очиститься от скверны и нечистоты. А говорящие, что невозможно проливать слезы и плакать каждую ночь и каждый день, свидетельствуют о себе, что они чужды всякой добродетели. Аминь. В наши дни буквально все говорят об Антихристе. Каково ваше мнение об этом? Ну, во-первых, наш народ вынуждают говорить об этом. Ведь все средства массовой информации откровенно создают у русских людей иллюзию безысходности. Во все рупоры визжат. Сегодня, завтра придет антихрист, всех пронумерует, всем поставит 3 шестерки на лбах, на руках и везде, где только можно. И не будет ни купить, ни продать. Ну, прямо конец света. Остается только закричать «караул», лечь и помирать. Люди русские, отряхните эту пыль с ушей ваших. Ведь мы, православные, знаем нашу силу духовную, которая сегодня заключается в покаянии и молитве. Будем каяться и молиться. И Господь наш Иисус Христос, этого антихриста, не имеющего никакой силы, который всего лишь дутый фетиш, 0,
будет держать еще скованным сотни лет. Все зависит от нас самих, от нашего покаяния. Да, Антихрист придет, он в промысле Божьем. Но наше право и наша основная задача – отодвинуть его приход. Ведь православие – это жизнь для других. Так жил наш Господь на земле. Так жила наша святая Русь 1000 лет. То есть не под себя грести. Эту гнилую философию в последние 30 лет нам прививают саддукеи всех мастей. А жить только для других. Ведь у нас у всех дети, внуки, правнуки. И какое будущее мы им приготовим. Итак, только покаянием спасем себя и ближних своих. И всегда надо помнить, что с нами милость Божия и покров Царицы Небесной. Ведь 100 лет назад Богородица взяла скипетр духовный и державу власти над Россией в свои руки. Разве она позволит разорить и погубить свой народ, в котором богородичных икон всегда было больше, чем людей? К тому же все земные планы всяких мировых правительств, которыми руководят бесы, всегда строятся без участия власти Божией. А Господь наш Иисус Христос желает всем нам спасения. И потому планы бесов трещат по швам. Наиболее яркий пример – судьба электронных карт в России. Аминь. Скажите несколько слов о брани духовной. Православный христианин должен иметь сердце не земное, а небесное, потому как мы на небо позваны. Горе имеем сердце. Или, как пишет апостол Павел, горнее мудрствуйте, а не земная. Это Колоссянам, глава 3, стих 2. И филиппийцам он тоже пишет: наше Отечество на небесах есть. Это глава 3, стих 20. Откуда мы ожидаем и Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. Лукавый же враг не спит, не ест, не пьет. Он свое дело нашей погибели творит непрестанно и старается нашу душу отринуть от Бога всевозможными прелестями. То тщеславными помыслами, то блудными, то гордостью или завистью, чревоугодием, пьянством, то телевизором, то интернетом, то леностью, то бездействием, отвлекая нас от книг, учащих вере и благочестию и единому на потребу. Враг непрестанно старается окрадывать нашу душу самыми разнообразными суетами и прелестями. Бодрствуйте
и не предавайтесь дремоте духовной. Помните, что только один Господь наш Иисус Христос есть предмет вожделения нашего сердца. Аминь. Что такое душа наша? Мы постоянно забываем, что душа наша – это прежде всего образ Божий. И наша задача – отмыть слезами покаяния ее нечистоту и ее безобразие, побеждая в себе страсти и творя святыню в страхе Божьем. Ибо иго Христово благо, и бремя его легко есть. Это Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30. Притом Господь уже облегчил наш труд, пройдя здесь на земле путь страданий ужасных и бесчеловечных. Итак, боритесь, молитесь, трудитесь, подвязайтесь, не ленитесь, чтобы вечно покоиться там, где все праведники упокоиваются. Потому трудитесь в этой жизни над возделыванием своего духовного виноградника и вовеки не взалчите. Аминь. Ваше мнение, как монаха, об инциденте в Ниловой пустыне? Архимандрит Сергий, расстрелянный вместе с митрополитом Вениамином Петроградским в 1922 году. В своем последнем слове на суде сказал: монах очень тонкой нитью связан с жизнью. Его удел – богомыслие и молитва. И разрыв этой нити для монаха не страшен. Вдумайтесь в эти слова. А то, что произошло в Ниловой пустыне в конце прошлого года, где люди, отрекшиеся от мира, пришли в монастырь для молитвы и богомыслия, и более того, принявшие духовные саны, а их в приказном порядке заставляют принимать мирские документы. Это говорит лишь о том, что богомыслие, как и само монашество, у нас в России сегодня уже уничтожено полностью. И осталась лишь внешняя форма одежды. И только. Аминь. Сегодня монашество у многих вызывает критическое отношение. Почему?
спасение человека совершалось, совершается и будет совершаться во все времена только верой и только в церкви. А в Евангелии от Луки Иисус говорит: «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Это глава 18, стих 8. Господь говорит об этом неутвердительно, но как бы ставит это под вопрос. Значит, верующие все-таки будут. А много ли? Сегодня городские храмы, особенно столичные, переполнены. Но если бы были верующие, то они и жили бы по вере. А жить сегодня по вере – это значит рыдать о грехах своих. Не слезинку выдавить из-под накрашенных ресниц, а рыдать взахлеб, до хрипоты, до тошноты, до головокружения, потому как ничего, кроме ада, нас не ждет. Загляните в своего внутреннего, тайного, сокрытого от всех, и признайтесь хотя бы самим себе, что там нет ничего, кроме беспросветной лжи, сплошного осуждения всех и вся и болезненного самомнения, перемешанного с плотским и мысленным блудом. Вот наша реальность. И с таким багажом мы собираемся в рай? А ведь во все времена примером для мирян служило монашество. Но еще 160 лет тому назад святитель Игнатий Бринчанинов писал, что монашества в России уже нет. Так что же говорить о наших днях? Сегодня в стране практически нет ни одного монастыря, где бы культивировалось умное делание. Так что нынешнее монашество – это самое безмолвное, самое безвольное и самое безропотное сословие, скрывающееся под видом смирения и послушания, которые, к слову сказать, превратились в подчинение и повиновение. А это уже понятия откровенно мирские. А истинное послушание по учению святых отцов строится исключительно на взаимном уважении и доверии. Аминь. И в конце традиционный вопрос. Каким вы видите современный мир? Сегодня все человечество смердит пред Богом своими грехами и своими мертвыми делами, лукавством, завистью, сребролюбием, жестокосердием, славолюбием, непослушанием, хулою и поруганием над истинную, ложью, обманом и коварством, ленностью в молитве и в покаянии и во всякой добродетели. О, если бы человечество очнулось и воскресло бы от своих мертвых дел и вошло бы в правду Божию, Господа нашего Иисуса Христа,
как это сделали святые, исполнив эту правду подвигами всей своей жизни, и теперь вкушают бессмертные плоды оправдания Христова, омывшись Его кровью. Последуем же и мы за ними подвигами воздержания, молитвы, покаяния, милостыни, правды и святыни. Аминь. Аминь. Аминь.